звонкам. Просто миссия канала АТР изначально не была рассчитана на какие-то крупные или крутые рейтинги, на мировое влияние. Она была рассчитана или вообще создавалась для того, чтобы быть голосом крымских татар. Но при этом до оккупации Крыма тебе удалось из маленькой студии, которая там существовала в поселке Октябрьский, да, по-моему, если я не ошибаюсь, превратить из маленькой студии в рейтинговый, самый популярный канал в Крыму. Ну, здесь можно много рассказывать на эту тему. Схематично скажу, в Крыму телеканал содержал один человек. Человек жил в Москве. Ну, это все знают, да, Долгое что время канала переехал в Крым, да, купил Атлант ТВ и содержал на собственные средства. У него за это уничтожили весь бизнес в Крыму, уничтожили весь бизнес в Москве. И если бы он не уехал из Крыма и из России, неизвестно, как бы его судьба складывалась. Но он канал не бросил, он до сих пор его возглавляет, но уже он не олигарх. У него нет таких финансовых возможностей, которые были тогда. Поэтому Украина приняла решение взять, ну, наверное, я не знаю формулировки, как в этих решениях, постановлениях, резолюциях, взяли на бюджет в виде исключения. Потому что другие частные телеканалы, я не знаю, есть еще пример или нет. То есть Верховная Рада Украины отнеслась с пониманием к миссии этого канала.